Мы не можем сейчас танцевать, как танцевали 50 лет назад. Крымско-татарская национальная вообще танцевальная культура имеет тысячелетнюю историю, но Это, конечно же, ограничивает нас, но это благое дело в первую очередь. Вам не нравится сравнение крымско-татарского танца с орлами и лебедями? в крымской степи кайтармы не знали. Вы теоретик, я практик. То есть вы не согласны с этим тезисом? Мы не ставим задачу танцевать именно фольклорные танцы, народные танцы. До неузнаваемости меняется хореография наша, крымско-татарская. Быть хореографом крымско-татарского ансамбля – это большая ответственность. Селям алейкум. Нам всегда не хватает немного времени, чтобы договорить и обговорить все нюансы любой из тем, которые мы обсуждаем здесь на Меркезе. Поэтому сегодня мы снова говорим про крымско-татарские танцы. В этот раз не про феномен заинтересованности и востребованности крымско-татарских танцев, а про их содержание. У нас в студии ветераны крымско-татарского танца, у нас в студии молодое поколение хореографов крымско-татарского танца, и у нас в студии, естественно, теоретики танца. Поэтому разговор должен быть многообещающим и содержательным. Поэтому давайте двигаться, Рифат Бей, от теории к самому, собственно говоря, танцу. Вы как-то в нашем частном разговоре упомянули, что вам не нравится сравнение крымско-татарского танца с орлами и лебедями. С чем можно сравнить крымско-татарский танец и что визуализирует или, так сказать, показывает национальный характер крымско-татарского танца? Да, действительно, вот этот вот символизм, который, к сожалению, из поколения в поколение у нас передается в сравнении танцевальных фигур с какими-то животными, элементами природы, это все вещи, которые заложены и унаследованы нами от советской танцевальной культуры. Почему? Потому что советский балет был заложен на основах символизма. И вот в советской, вот даже есть такая гениальная совершенно работа, уже послевоенная советская, называется «Каракалпакский танец». Дело в том, что у каракалпаков вообще не было танцевальной культуры до советского периода. Вот не было у них профессионального вообще исполнения танцев в народе. Им танцевали профессиональные артисты из других народов. И вот эта книга начинается с того, что как это советский народ, который должен обладать всеми атрибутами советского народа, не имеет национального танца. И это все завершилось тем, что были взяты элементы узбекского танца и поставлены фигуры. Выделка кошмы, где изображалась какая-то вот работа. То есть потом пошли более внятные постановки на основе народных легенд. То есть крымско-татарская национальная вообще танцевальная культура имеет тысячелетнюю историю. Но на сегодняшний день то, что мы, вот это вот жалкий осколок, который сохранился, он сформировался. В лучшем случае мы можем заглянуть вдаль где-то к началу XVIII века. Мы не знаем, что было до. У тех танцев, которые мы сегодня знаем, возможно, были предшественники, предковые формы, которые выглядели иначе. Но вот эта вот танцевальная культура, она сформировалась вот ориентировочно 300 лет назад и в таком виде до нас на сегодняшний день дошла. О каких орлах можно говорить в XVIII веке, когда танец уже давно из обрядовой вот этой вот первичной, да, какой-то шаманской функции уже давно превратился в средство выражения эмоций, в какую-то даже, возможно, в какой-то вид спорта, да, это, то есть те вещи, это в Европе в это время уже вовсю танцуют вальсы. Мы же не говорим о символизме вальса, о символизме польки. То есть, в контексте флоры и фауны. Да, то есть там вот кто скажет в здравом уме, что в вальсе там партнерша символизирует там лебедя, а партнер символизирует, я не знаю, волка или льва. То есть это не несостоятельные вещи. Крымско-татарский танец, он, вот если говорить о его истоках, об его красоте, он наследует, как и во многое в нашей культуре, наследует позиции рук, средства выражения каких-то эмоций в движениях, он наследует позы, он наследует вот взаимодействие танцора с музыкой от тех
предшественников наших, от византийского периода в первую очередь, потому что как самого близкого и такого основополагающего в Крыму по части музыкальной культуры, и в степи это от кыпчакского периода. То есть это вот в этом вот, если вы действительно хотите видеть в крымско-татарском танце какой-то символизм, то надо видеть в нем тех наших далеких предков, которые оставили нам свои движения, свои средства выражения эмоций, и которые мы сегодня с гордостью действительно можем нести, как вышивки в культуре, в музыке, в кухне и во всем, во многом другом. Зрихнум. Откликается такая характеристика танца и Нет, такие истоки? Вы теоретик, я практик. Но у меня тоже есть знания. И я жила в Узбекистане, получала там образование. Хочу вам сказать, не только каркалпакского танца не было, и узбекского не было, и татарского не было. Все это, вот вы говорите, советское время, да, школы появились на фоне образования, то есть классического танца, народного танца. Стали развиваться народности, другие культуры. То, что символизм, он идет не просто так в крымско-татарском танце, ассоциация мужчины с орлом ассоциируется с образом орла, а девушку с образом лебедя. Это еще в древние времена был культ животных, культ разных птиц. И поэтому до сегодняшнего дня все движения в крымско-татарском танце напоминают движение крыльев, движение птиц. И просто так ничего не приходит. Вы посмотрите, возьмите танец Ахрава Хайтарма. Посмотрите, как статно стоят мужчины. Посмотрите на размах их рук. Посмотрите, какая нежная девушка, какая скромная и работа также кистей и рук. Вам, это же напоминает птиц. Это же не просто махание рук. Откуда-то это пришло. Есть определенные каноны, которые до нас дошли. Я очень благодарна тем людям, с кем мне пришлось работать, откуда я питалась, узнавала. Это Ремзе Бакал. Обучаясь в хореографическом училище, у нас не было класса крымско-татарского танца. Но на базе, которую я получила, и плюс моя работа с таким балетмейстером, я много узнала. Узнала, какие каноны, какие у нас нормы в танцах, что у нас недопустимо в крымско-татарском танце, какие базовые движения в крымско-татарском танце. Я не знаю, откуда у вас источники. Это ваше субъективное мнение. Практика показывает другое совсем. Назиря Ханум, вот если, не только Назиря Ханум, дорогие коллеги, включайтесь, если мы будем описывать или давать характеристику темперамента нашего танца, да, какие бы слова вы подобрали к темпераменту нашего танца? Я могу сказать, что наши танцы, они очень экспрессивные, они очень живые, но что характеризует именно крымско-татарский танец, это, наверное, с народа взято, сабыр, да, терпение, терпеливый, поэтому в танцах сдержанность, никакой суеты, мудрость, мужественность. К этим характеристикам можно добавить еще учесть особенности географического расположения полуострова Крым и крымско-татарского народа. Насколько я знаю, в теории также присутствует такое мнение, то, что хореография появилась и отражение, как так говорят, танец — это язык тела. То есть испокон веков, еще и средневековье, и которое до наших дней, которое доходилось, это из хореографическое искусство, оно доходило нам из того, то есть отображался самобытность и жизнедеятельность того общества и их жизнь на том или ином населенном пункте, где они жили. То есть то же самое и у нас на полуострове можно посмотреть. То есть степные крымские татары, Ногаляк, и то, что которые их предки, кипчаки, у них другой темперамент. Мы даже не только в танце это видим, это мы видим и в песнях, мы это видим их и в ремесле. Также это отражается и в хореографии. То же самое, если взять южнобережных, и то же самое, если взять центральную какую-то часть, да. Это все и есть, считается, я думаю, разновидность, и это и отражается в хореографии. То есть тут не только символизм животных присутствует, который тоже я соглашусь. Это символизм, это разное, это отражение. Так, условия жизни и отражение. образа жизни. Да, только я хотел еще добавить то, что еще и у нас есть наш уфадетлек, который также есть символизмом.
которые построены на нашей богатой истории. И они тоже отражаются в хореографии. И я многое еще слышал от наших стариков, то, что «Эрбуркойде» «Оз адетлерде багеты». То есть адетлермызде фархлы вагеды. Наши обычаи были разными. Это и тоже присуще символизму. Если так посмотреть, крымско-татарский народ, он очень такой мультипликационный, такой, можно сказать. Ну, он состоит из многих пазлов. Конечно, из многих этносов. И это тоже, я уверен, то, что и присутствовало в нашей хореографии, может быть, и должно, может быть, даже в будущем присутствовать. Но мы, исходя из изучения нашей самобытности, изучения нашей истории и глубины нашего мышления, должны это тоже изучать и отражать. Какие бы вы характеристики добавили, Рифат Бей? Ну, я в первую очередь хочу ответить на вопрос о символизме. Добейте, давайте. На что я опираюсь? Дело в том, что любые догадки о символизме ни на какие письменные источники не опираются и не будут опираться. Нету источников ханского периода, нету источников османского периода, где хоть кто-нибудь из крымских татар бы описал крымско-татарский танец сравнением с животными. Вы все знаете, что в мусульманском мире вообще искусство, изображение, оно не идет по пути не изображения живых существ. У нас не сохранилось ни источников ханского периода, ни источников османского периода, которые бы, естественно, не говоря уже о более древних, которые бы описывали символизм крымско-татарской хореографии. Все, что мы знаем об этом, появилось в 20-30-е годы на основе аналогии. То есть, когда люди, уже будучи советскими людьми, стали свои какие-то представления уже новые подстраивать под те элементы, которые достались им от предков. В XIX веке ряд путешественников посещали Крым, будь то французы, будь то англичане, будь то турки. Никто никогда нигде не указывал, что на народном празднестве крымские татары там сказали, например, что наш танец символизирует орла. Все вот эти вот аналогии, они действительно построены в позднейшее время, когда появилась действительно профессиональная школа крымско-татарской хореографии. О чем говорит еще вот это мое утверждение о том, что у нас есть связь с более ранними периодами, даже более ранними, чем ханский, чем османский. Есть большой ареал народов, которые в чем-то, где-то танцуют похоже, как мы. Есть это и в музыке, мы это прекрасно знаем. Знаем почему? Потому что была определенная культурная такая общность, которая от Византии была унаследована Османской империей, и в пределах этой культурного кластера музыка, тексты песен, в том числе хореография, они путешествовали туда-сюда. Поэтому мы на сегодняшний день видим, что есть народы, которые тоже, у которых мужчины поднимают руки чуть выше плеч, танцуют таким образом. И эти народы недалеко от нас ушли. Есть народы, которые вот в этом же ареале, у которых женщины тоже передают эмоцию, грацию работой кистей. Да? Вот. Естественно, у них есть отличия в музыке, в танце. Но если мы возьмем, например, такой жанр, как аграва, еще Асан Рифатов, композитор, сравнивал этот жанр с турецким и греческим танцем и вообще музыкой, которая называется зейбек или зейбекику. Это 9/8, такие же, как в аграва. Более того, некоторые мелодии зейбека в XIX веке вошли в музыку крымских татар и появились обработки крымские на стамбульские темы. Это был популярнейший танец когда-то в Стамбуле. И Асаном же Рифатовым в Крыму среди крымских греков был записан такой танец, который назывался тунде, вот тунде по-гречески. Это чистый стамбульский хасапику или касап по-турецки. То есть это городской стамбульский танец. Мы никогда не были изолятами. Мы всегда впитывали, всегда взаимодействовали. И почему я говорю, что очень осторожно, как на сегодняшний день, нужно делать суждение даже о давности 150 лет назад. Я уже не говорю о начале XIX века, не говорю о ханском периоде. Там пропасть, в которой мы вот едва-едва за какие-то ниточки можем ухватиться. Мы на сегодняшний день даже не знаем, какой пласт нашей музыки позднего происхождения. То есть
Ну, мы много чего не знаем, Да, да, мы знаем, почему мы этого не мы знаем, этого не простите за знаем, тавтологию. потому но- что вот Руслан Бей очень правильно сказал, что еще на момент 20-х годов это прямым текстом сказано в книге Асана Рифатова «Крым-татар ерлары», которая выпущена в 1932 году. В Крымской степи кайтармы не знали. То есть он там пишет, что по мере продвижения от южного берега Крыма к Крымской степи жанр танца кайтарма пропадает. О чем это говорит? И он в своей книге записывает бесконечное количество, около 30-40 хореографических образцов не кайтармы, которые танцевали в Крымской степи. На сегодняшний день у нас есть от них только музыка и название. Это алтын топ, алты кыз, это танец хороводный хады-хады на 6/8, это варирач, это, ну, там целый ряд хореографий. Там он колунда юзугум есть целый танец. В общем, все эти танцы на сегодняшний день не остались даже в каком-то вот маломальском упоминании. Восстанавливать вот этот большой утерянный пласт наших танцев, насколько это сложно, насколько это возможно и, самое главное, востребовано? Будут ли танцевать варирач? Почему говорят, что не танцуют? Варирач есть в программе ансамбля «Крым». А Алтай Кызлар тоже есть номер. Неоткуда материал брать. Он не прописан, никаких видео, естественно. И то, что мы, как преемственность поколения поколению передает, вот то мы и несем. А, конечно бы, если бы взять там съемку там 100-летнюю назад, восстановить, или хотя бы присматриваться, придерживаться. Ну, так думаю, что географические условия. Здесь степь, кайтарма не танцевалась. Горы уже другие идут по рельефу, где вот проживал крымский татарин, и еще соседи, конечно, тоже влияли, потому что шла ассимиляция народов, и тоже влияло на культуру, и на музыку, и на хореографию. Я знаю точно, что у Рифат-бея есть претензия к современному поколению наших хореографов, которая заключается в том, что вы не сохранили тот крымско-татарский танец и не передали, ваше поколение педагогов не передало молодому поколению педагогов тот крымско-татарский танец, который был еще, если не ошибаюсь, при со времен Ремзие Бакал. То есть она его еще сохранила. Естественно, при Усине Бакале и Акиме Джемилева. Это два столпа крымско-татарской хореографии. Парируйте. Опять же возвращаемся. Опять возвращаемся к тому, где это есть. Вот где? Первое. Второе. Я не работала, у меня тогда еще маленькая была Суин Бакалом, я работала с Ремзе Бакал. Это дочь, которая от отца переняла, и которая уже дальше... Я работала в ансамбле Хайтарма в начале, а потом уже приехала в ансамбль Крым, опять же, под ее руководством. Откуда я знаю крымско-татарский танец? Откуда? Я же его не придумала. Я брала оттуда, вот именно от нее, от Ремзе Бакал, плюс базовые данные, знания. Базовые — это движения, которые определенные характеризуют крымско-татарский танец. А остальное — я художник. Я уже творчески, то есть это моя душа, это мое видение танца, как я чувствую свой народ, как я чувствую музыку нашу. И потом я ее уже перекладываю. То есть на вы не согласны с хореографию. этим тезисом, вы считаете, что, в общем-то, вот традиция передана, упакована и передана, и она сегодня присутствует в нашем танце? Я хочу сказать, что невозможно. Даже, вот мы сейчас до эфира разговаривали, что в Турции вот есть коллективы, профессиональные коллективы, государственные коллективы. Они на протяжении многих лет танцуют один и тот же репертуар. То есть поколение танцует, уходит другое поколение, изучает репертуар, танцует. То есть вот они сохранили в том первозданном состоянии. Мы живем время прогресса. Естественно, образ жизни, условия жизни влияют на нас. Мы не можем сейчас танцевать, как танцевали 50 лет назад.
естественно. Ну, что-то меняется, очевидно. Меняется. Раньше не было профессиональных танцоров. Сейчас профессиональные танцоры, которые физически могут больше сделать, больше донести, пластичнее, техническое движения стали сложнее, лексика обогатилась танца, пластика то же самое. Ну, то есть это не в том состоянии, на котором сейчас. И я это приветствую, потому что ничего невозможно, чтобы стояло на месте. Зарин Ханум, а как вам кажется, вы дальше приняли вот эту эстафетную палочку сохранения танца, или перед вами уже стоят совершенно другие задачи? Мы руководители детских коллективов, и мы не ставим задачу танцевать именно фольклорные танцы, народные танцы. Мы танцуем народно-сценический танец, да, и детям передаем народно-сценический танец. Это что значит? Народный танец — это танец для себя. Он включает в себя в большей степени даже импровизацию, может быть, да, потому что народ танцевал на каких-то праздниках, отображал в танцах трудовую деятельность свою. Дети на сцене должны показывать другой уровень. Здесь уже мы внедряем и классику, и трюковые какие-то элементы сложные, которые, естественно, не было раньше. Потому что, как говорится, время диктует нам то, что нас сейчас много, и мы должны показывать уровень на сцене, сложный уровень. И не всегда фольклорный танец нам дает такую возможность. Мы должны двигаться вперед и усложнять детям, но придерживаться, очень бережно к этому относиться. Мы стараемся это делать, по крайней мере. Да? То, что мы получили от своих педагогов, мы стараемся придерживаться этих рамок. Джмильбей. Ну, давайте начнем с того, что, во-первых, проблема в целом у нас есть очень большая. У нас нету какой-то школы. Да? То есть мы не изучаем крымско-татарский танец ни в университете, ни в училище. Мы знаем только то, что нам передают наши преподаватели, наши учителя. Это проблема номер один. Проблема номер два: у нас нету никакой литературы, где мы можем открыть и сказать, вот это было точно так. Даже в литературе, которая у нас есть много противоречий между людьми, которые танцевали, возможно, в разное время, но они оставили какую-то литературу, какие-то книги. То есть возлагать на нас какую-то такую большую ответственность, не имея какой-то такой базы, уже может быть несправедливо. Напишите книгу, а потом требуйте, Эльфанбей. Можно я здесь добавлю? Да, это действительно очень правильно сказано, и я ни в коем случае на вас эту ответственность не возлагаю. Ответственность лежит на тех, кто вам этого не оставил, к сожалению. Так получилось. Известно, что в 20-е годы 20 века в Симферополе создался Крымско-татарский театр, при котором работал Усин Бакал, и ему помогал Энвер Алиев, который получал хореографическое образование при Большом театре в Москве. Именно они внесли элементы классики в крымско-татарский танец. И, скорее всего, я думаю, что, возможно, они оставили какое-то письменное наследие. Насколько вот вообще вероятно найти эти книги, эти записи, или все же события 1944 года стерли все это безвозвратно? На сегодняшний день вот в чем основная проблема? В том, что в самом Крыму практически ничего не осталось. Все было вывезено. Есть огромный архив, связанный с крымско-татарской музыкой и танцем в том числе. Российский национальный музей музыки. Это наследник Советского музея имени Глинки, где рукописи, книги тысячами исчисляются, но чтобы там работать, надо либо туда ехать и там жить месяцами, либо, как это делаю я, составлять договоры, оплачивать со своего кармана все сканы, а потом с этими сканами работать. Есть даже работа такого выдающегося этнографа и композитора Квитки, который специально, прицельно анализировал крымско-татарский танец в Хайтарма, причем, что очень интересно, в анализе с болгарским танцем рученица. У них одинаковый размер. У болгарского танца рученица 7/8, у крымско-татарского танца Хайтарма тоже 7/8. И вот эта фундаментальная работа, которую я буквально недавно получил, она там вот есть очень такая цепляющая меня фраза, если когда-то будет книга, она обязательно будет там. Он там пишет о истории формирования, и вот темы символизма еще нет. Это 31 либо 32 год. Она еще не стоит на повестке дня.
И он пишет там так тонко, что вот веками музыканты притачивались к танцорам, и танцоры веками притачивались к музыкантам. То есть вот это вот именно взаимодействие, да. То есть вот эти ритмические обороты, то есть вот это вот все, оно вырабатывалось вот в таком непрерывном синтезе. На сегодняшний день у наших хореографов есть вот фактически 3 источника. Первый, самый старый, это сборник Ярия Шерфединова «Звучит Хайтарма», который не посвящен отдельно крымско-татарской хореографии, но какие-то вещи оттуда можно почерпнуть из раздела, который называется «Там еще татарские танцы», это 1978 год. Вторая книга фундаментальная, но это уже народно-сценический танец, это постановки ансамбля Хайтарма Акима Джемилева. И третья книга – это книга, посвященная крымско-татарской хореографии нашего выдающегося хореографа Али Алимова. То есть вот эти 3 таких источника, из которых действительно основанный на полевой этнографии только звучит Хайтарма, это все, что у нас есть. Что нам нужно сделать в первую очередь? И самое главное, что, по вашему мнению, нужно делать хореографам в этой ситуации? Я на самом деле очень благосклонно отношусь к любым способам популяризации крымско-татарской культуры, включая хореографию. Очень прекрасно, что мы на сегодняшний день танцующие... Вы так сейчас высокомерно сказали, я благосклонно отношусь. Нет, Ну. это нисколько не Я шучу, высокомерие. конечно. То есть я в этом плане, наоборот, как бы вот то, что я пытаюсь сделать, это дать хореографам ту Материальную базу, базу, материал, тот, который они ищут годами, из которого они потом смогут творить. То есть они смогут зайти, посмотреть, увидеть, зацепит их, не зацепит, они это потом могут применять. Это ведь потом это интереснее, когда у нас есть разнообразие. У меня сразу возник еще один вопрос. Можно я Молодое добавлю? поколение. Да, пожалуйста, я сначала задам его. Согласны ли вы с такой постановкой задачи о том, чтобы сохранить и воспроизвести вот тот танец крымско-татарский, который был? Или это вас ограничивает? Это, конечно же, ограничивает нас, но это благое дело в первую очередь. Ну, во-первых, это наша история, которую мы должны еще и сами, как положено, глубоко узнать и передать еще подрастающему поколению. Тут еще, понимаете, в чем дело, как я считаю. На сегодняшний день то же самое быть хореографом крымско-татарского ансамбля – это большая ответственность. Очень большая ответственность. Поясните, не все иногда понимают, о чем Я речь. как считаю, я о чем говорю. То есть, если мы работаем с подрастающим поколением, мы в первую очередь передаем культуру, нашу самобытность. И мы еще и воспитываем в них наш национальный менталитет. То есть, на сегодняшний день мы все видим то, что современная молодежь из поколения в поколение теряет нашу идентичность. То есть мы видим то, что мы подвержены своего рода ассимиляции тоже. И чтобы вот это сохранить на сегодняшний день, наша культура и крымско-татарская хореография в частности, в особенности, является инструментом не ассимилироваться. Помимо того, что мы еще и должны и свой язык знать, свою культуру знать, свою религию знать. Обычаи, обряды. Да, и исходя из наших постановок, исходя из наших уроков, репетиций, изо дня в день это вот приходит к тебе в ансамбль, в коллектив молодой ребенок, юноша, 3-летний, 10-летний, 13-летний, у него уже сформировано, чем он старше, у него уже сформировано какое-то мировоззрение. Ну, мы в прошлом выпуске, когда говорили про танцы, мы говорили о том, что дети, которые ходят в детские танцевальные коллективы, хореографические коллективы, они точно на свадьбах не закажут какой-то кавказский танец или какой-то другой, они точно станцуют хайтарму. Да, может Причем быть, лучше, пусть чем он и старшие. знает кавказский танец. Ама башындан темелini білсін, ама доғры білсін, Ленора ханым. Он С этого и начинается все, да, что мы закладываем в детей. Я все же хочу вернуться вот к вопросу к хореографам по поводу танец такой, как он есть, да, вот наш естественный, наш природный, тот истинный танец крымско-татарский, насколько его возможно воспроизвести сейчас, во-первых, а во-вторых, и, наверное, во-первых, точнее, если поколение хореографов, балетмейстеров, вот поколение Назире Ханум все еще сохраняло, да, и вспоминала, и где-то там воспроизводила и до сих работаем пор, над да, этим. с этим танцем, то какая задача стоит перед молодым поколением хореографов?
Рифат Бей упоминал книгу «Танцы ансамбля Хайтарма» Акима Джемилева. Эти танцы были поставлены, можно сказать, не так давно. И то, что описано в этой книге, уже отличается. Точнее, даже то, что сейчас танцуем мы, уже в некоторой степени отличается от того, что там написано. То есть я не говорю даже про высоту рук, а есть такие кардинальные различия, как кисти проворачиваются к себе или от себя. То есть здесь есть такой, может быть, какой-то даже камень преткновения, который нужно очень бережно подходить и очень деликатно, аккуратно. Нужно ли это сейчас уже трогать или нет, либо уже поздно. Мне кажется, что тот народно-сценический танец, который сейчас уже есть у нас, у нашего народа, трогать не нужно. То есть оставить как есть? Да, но фольклорный танец, если такие люди, как Рифат Бей, восстановят какую-то информацию, найдут эти источники, я считаю, это очень большое дело. И я даже от себя готов какими-то Включаться в это. Да, на самом деле это очень интересно, и это очень необходимо для нашего народа. Нам в первую очередь нужно, чем вы занимаетесь, это обогатит материал, обогатит наши возможности. Это колоссальный расширит. прогресс, на самом деле. Времени, во-первых, мы с этим никогда не сталкивались. Что такое, да, вы же как исследователь, правильно, вы позиционируете себя как Это, мы да, даже это не знаем, с совсем чего другая начать, работа, по сути, да. да, мы даже не знаем, с чего начать. Что такое исследование? Мы на это не учились. Поэтому, если есть такие люди, и они это могут сделать, ну, У это нас очень... есть специально обученные стоматологи. Если мы, да, теорию с практикой соединим, то получится, я думаю, Ну, хороший кстати, мы продукт. уже давно говорим о том, Продукт. что вот практикам надо и теоретикам надо взаимодействовать, да, и причем не только в сфере там танцев, да, у нас вообще с этим туго, когда речь идет о взаимодействии. Ну, давайте двигаться дальше тогда. Назир Ханум, когда вы создаете танец и расписываете рисунок этого танца, вы всегда уже в голове держите, каким должен быть костюм? Отдельная больная тема да, для исследователя. Ну, я скажу, что это поэтапное создание танца, это несколько ступеней, чтобы поставить постановку, сделать, то есть, чтобы уже был готовый хореографический номер. Только потом он сразу, я его не вижу. То есть идет какая-то идея. Если мы берем какой-то бытовой танец, я могу сказать про свое творчество. Я танцую музыку. Для меня музыка — это вдохновитель. И если музыка народная, бытовая, там, обрядовая, любая, я исхожу из нее, и хореография у меня по-другому складывается. Есть более традиционные номера, есть более бытовые. Они проще, потому что там и в костюме. Костюм приходит потом. То есть музыка, хореография, костюм. И, конечно же, костюм должен дополнять постановку. Мы не можем пойти на свадьбу в спортивном костюме. Вот. И, естественно, также хореография. Если традиционная аграва Хайтарма, то, естественно, костюм будет соответствующий с вышивкой, платье с дорогого материала. Не знаю, сейчас это велюр, раньше это бархат был. Вот. А бытовые — это уже более натуральные материя, более укороченные уже и платья, и рукав, потому что нужно и замесить тесто по хозяйству. Ну, потому что это быт. Вот, да, фарточек, косыночка. Конечно. То, что вы видите сейчас на сценах, вы бываете членом жюри на разных конкурсах, и там, естественно, выступают наши крымско-татарские коллективы, детские танцевальные коллективы, хореографические коллективы. Уж простите, если я неправильно что-то называю. То, что вы видите костюм на сцене, насколько он... Вы знаете, меня может... Я даже не про соответствие. Я могу немножко порадовать себя, всех, я не знаю. Первое, спасибо САУ, нашим руководителям, что они прислушиваются. Выходили не так давно малыши, дети с марамой. То есть у нас, мы все знаем, что марама — это одевала девушка. Это
этап ее взросления она отличала от ребенка. Фесочка, да, но не Марама. Вот такой ребеночек, а Марама по полу. То есть и даже по возрасту. Чем длиннее Марама, тем старше Девушка-женщина. женщина, да. Это первое учли. Потом, конечно, очень много стали уделять внимание костюму. Стали, ну, по желанию могу сказать. только. Давайте. Я думаю, что молодым хореографам это будет ценно. Да. Если хореограф ставит конкретную постановку, то костюм, естественно, должен соответствовать этой постановке. Очень много стилизации. Костюм народный, то есть он совершенно не сочетается. Также могут надеть... Ну, я сколько раз обращалась, финансовая сторона. Всегда финансовая сторона. Что имеем, то одели, то и пошли. Это тоже надо учитывать. Но я считаю, что можно взять просто подешевле какой-то материал. Не нужно этих вышиваний. Потому что излишеств, да, тем более для детей. А лучше показать хореографию и мысль, которую они несут. А не просто набор движений под музыку, одеться во все вышитое и выходить на эту сцену. То есть кич какой-то. Или сшить за свои деньги на Зерихану. Тоже вариант. Что у вас с костюмами, как это происходит? Как вы видите танец? Через костюм, через... Или вы все хореографы через музыку только? Нет. Нет? Зависит. Ну, у меня, например, это, знаете, от случая к случаю бывает. Если какая-то идея пришла, сначала рождается образ, потом рождается какой-то характер, ну, исходя из образа. Потом ты к этому можешь подобрать музыку. Это, знаете, ну, бывает то, что иногда какую-то музыку услышал, думаешь, вот это вот под это хорошо, вот такой вот танец подойдет, можно поставить. Например, ну, то есть у меня мыслительный процесс очень такой разнообразный, можно сказать. У всех по-разному. И, ну, естественно, то, что, как Назира Хану сказала, тоже так же стараюсь придерживаться того, то, что вообще, ну, я вообще щепетильно стараюсь к этому относиться. Даже если у тебя фольклорная музыка, значит, у тебя и костюм должен быть соответствовать этому. То есть там Ну, не это как должны быть... естественно, конечно. Да, не стилизованный какой-то современный материал, который у тебя должен быть. То, если у тебя стилизованные какие-то современные инструменты, какая-то более современная аранжировка, но играет, допустим, национальная музыка, но она звучит по-современному, значит, и оденься немножко по-современней, но не пестри, например, ну, чтобы соответствие было. То есть, ну, везде какие-то можно развивать какие-то эти все мысли, но какие-то грани соблюдать. Шадей, что у нас с костюмами? Вы у нас сегодня эксперт, ну, вы вообще теперь уже эксперт в нашей музыкальной культуре, поэтому давайте расскажите, что вы из того, что вы видите, насколько эти костюмы... Ну, честно говоря, вот за последнее время, когда стали работать молодые хореографы, стало даже лучше, чем было изначально. Я вот не могу не порадоваться тому, что действительно, наверное, это благодаря тому, что у нас теперь тут есть музеи, есть какая-то литература, мы что-то можем посмотреть, увидеть. Вот мы уже ближе гораздо идем в сторону традиционного костюма, даже когда он стилизованный, вот уже какие-то вот бросающиеся прямо в глаза вещи, они уже как-то обходятся. То есть вот даже если это стилизация, она в рамках, вот в духе костюма народного, настоящего. У нас недавно прошел, мне кажется, такое мега-мероприятие, как мне кажется, Урба Фэшн. И я наблюдала за этим действием. Это просто грандиозная история. Вот те модели, да, те стилизованные крымско-татарские модели или образы, это не национальный костюм, но, тем не менее, элементы его были представлены на этом показе. Что-то для себя вы Очень уже взяли? много. Что-то мы Очень увидим много. в скором Я очень времени? хотела попасть на это мероприятие. У меня не получилось. Но я весь Инстаграм, все, что я могла, я Пролистали. посмотрела. Я, в принципе, знакома со всеми дизайнерами, которые были представлены на этом показе. Я вдохновляюсь их работами, потому что они же не первый день работают. И насчет костюма, то, что мы сейчас обсуждали, исходя из своего опыта, я хочу сказать, что когда мы начали работать, мы садились вместе в библиотеке, искали рисунки, искали старые костюмы, и первые эскизы, которые мы делали, я рисовала сама. Поскольку когда ты обращаешься к мастерам,
Мне говорят, я шью, но не вышиваю. Я вышиваю, но я не рисую. И ну, сложность. И на первых порах, когда ты молодой хореограф, ну а что делать? Ну, пытаешься что-то где-то повторить. Сейчас с этим проще. И сейчас проще, потому что есть тот же сказка, та же Хадардиде, где ты смотрел, ты видел что-то новое, что-то близкое, ты хочешь это повторить. Очень много работ Мариэль Люман, да, которые мы видим. Очень много сейчас есть материала, где ты вдохновляешься, и ты хочешь все перевернуть, все поменять. И это помогает, потому что даже в своей практике я вижу, что я ухожу от того, что я когда-то делала, и мне хочется это все изменить. Но в плане стилизованных танцев мы работаем в этом Мы еще об этом направлении. поговорим. Да. Да, вот Urba Fashion очень вдохновил. Да, есть вещи, есть работы дизайнера, которые, ну, очень Не оставляют равнодушными. очень, да, вдохновляют, не оставляют равнодушными своими работами. Мы сейчас говорим в основном о событиях, которые происходят в Крыму, но практически в каждом нашем выпуске я говорю о тех наших, которые за рубежом. Поэтому каждая тема так или иначе затрагивает вот вопрос того, что происходит с людьми, которые в данный момент не в Крыму. И естественно, что танец, крымско-татарская хореография не является исключением в этом смысле. Джемильбей, я знаю, у вас был опыт, скажем так, наблюдения за тем, что происходило за рубежом с крымско-татарским танцем. Вы не раз бывали за пределами Крыма на некоторое долгосрочное время, поэтому можете судить, меняется ли танец и вообще есть ли у танца жизнь, крымско-татарского танца жизнь за пределами Крыма? Конечно же, есть. Могу сказать на примере, когда я отсутствовал в Стамбуле, я встретил своего приятеля, который прилетел из Нью-Йорка. И, естественно, наша посиделка закончилась танцами, да? И я был очень приятно удивлен уровнем знаний именно в крымско-татарской хореографии своего друга-приятеля, потому что, не считая того, что он танцевал как танцор, то есть он раскрыл грудь, плечи, руки, да, движения ногами были довольно-таки современные. То есть это было не два движения и все, да, как, допустим, мы часто видим на свадьбах. Он делал какие-то определенные комбинации движений, то есть они занимаются настолько далеко от Крыма, они не забывают про свою культуру, про свои традиции. И мне кажется, даже очень многие, именно находясь за рубежом, тянутся к своей культуре. И почему я вспомнил именно этот случай? Потому что меня удивило уровень именно... Мастерства? Да, мастерства. Именно эти движения, которые, возможно, у нас есть в танце последние 10 лет, например, да? Поэтому я считаю, что в принципе есть, но не во всех случаях. Есть, конечно, я видел и какие-то отрицательные примеры, но не без этого. Русланбек, я недавно видела фотографии в социальных сетях с мероприятий, которые были посвящены Дням крымско-татарской культуры в Румынии. Да? Там на достаточно большом высоком уровне проходят эти Дни крымско-татарской культуры. И обратила внимание на то, как наши соотечественники, можно, я не знаю, можно ли назвать их соотечественниками, но тем не менее, то есть люди, которые идентифицируют себя как крымские татары, как на них одет костюм крымско-татарский. Ну, то есть он точно, даже я, не обладая каким-то большим массивом знаний по крымско-татарскому костюму, я понимаю, что он одет неправильно. Да, то есть это фес где-то вот сзади на затылке, да, это челка, волосы вообще впереди, то есть чего, насколько я понимаю, не должно быть в одежде, в образе крымско-татарской девушки, в танце тем более. И у меня вот возникли сомнения по поводу того, что крымско-татарский танец может существовать за пределами Крыма. Более того, я не раз сталкивалась, скажем так, с манерой исполнения крымско-татарского танца нашей диаспоры. И я понимаю, что на этот танец уже навешаны какие-то другие культуры, да, навешана какая-то другая традиция. Бозма. Да. Знаете, это не новшество. Это я сам, когда еще будучи танцором в ансамбле Учансу, это было буквально
больше 10 лет назад мы были тоже и в Турции на фестивалях, и в Румынии на фестивалях. Такая же история была. Тоже мы видели то, что крымско-татарская диаспора присутствовала на мероприятии и выступала на сцене. И также какие-то недочеты в ношении национального костюма присутствовали. И в хореографии тоже. Мне кажется, они, как сказать, что они в этом не виноваты, Нет, тут тот не человек, про который... ответственность, а тут про сам танец. Сама суть, да. И передача хореографии тоже не такая, как у нас традиционная. Но тут напрашивается вывод, то, что, как сказать... А как вы Родина нас можете питает судить? так, то что... А как вы можете судить, традиционная или нет? Может, она наоборот там традиционная, а мы не традиционно танцуем. У нас же нету материала. Не, у нас же Реханом как нет материала, если мы видим... Может, то, я что неправильно ставлю, а ансамбль- может, они правильно танцуют. Большинство-то делает так, как вот мы видим на сегодняшний день. Тут могу я немного добавить со своей колокольни. Меня замешательство поставили. Провоцируете, да. Либо сейчас думаю, что-то сейчас мне прилетит, либо... Ну, давайте, Рифат-бей, Дело в рассудите. том, что почему у нас такая беда с танцем, и у нас вроде более-менее все с музыкой. Потому что танец самый первый, вот это так печально, самый первый улетает просто вот в процессе ассимиляции, вот вплоть до того, что недавно наш соотечественник из Турции, Сервет Удаман его зовут, он написал стихотворение, он такой сознательный, в возрасте уже человек, и он там пишет, у него стихотворение, он там с такой болью в сердце говорит «Кайтармалар кашик хавасына дениште». То есть вот то он при его жизни, остатки вот этого вот крымского, они перешли полностью на турецкое. То есть на свадьбах они уже танцуют вот кашик хавасы турецкие, вот с ложками. Вообще, вот диаспора, которая переехала сначала в большей степени в Румынию, в Болгарию, потом перебралась в Турцию, у них практически не зафиксированы образцы крымско-татарской хореографии. То есть вот у них уже в 60-е годы практически не было исполнителей, вот их исследовала куча ученых, это вот то, чем я занимаюсь последние недели. Ченглар записаны, песни записаны, танцев уже нет. Вот 69-й год, танцев уже нет. И это я знаю еще через наших ближайших соседей, через такой народ, который называют в общем приазовскими греками, то есть народ, который в 1778 году был выслан из Крыма в Приазовье. Музыка сохранилась, язык прекрасно сохранился, даже по диалектам, там этих диалектов иногда больше, чем у нас зафиксировано. Танцы исчезли еще в 50-е годы. Сразу же. Не до танцев. Но они тяжелее передаются из... Танцы, во-первых, легче подвержены моде. Вот если в музыке вот почему-то больше есть консерватизм, чем вот именно в танце. Во-вторых, очень легко. Потому что музыка прописана. Да, вот очень легко заменяется. Ну, о чем мы говорим? Мне старики, которым сейчас 95 лет, говорят, что они в 30-е годы краковяк танцевали на свадьбах. Ну вот о чем? Ну, наш народ и играет все, и танцует. О чем речь? Конечно. Талантливый. Поэтому вот это еще большая проблема. Танец никак, кроме как визуально, не зафиксируешь. Это должно быть видео. А вот Ноты можно прописать. А танцы Есть нет. танец по добавлю, записи, кстати, есть такие вещи. было такое, то, что выступал как-то со своим другом на одном из концертов. Тогда я еще в ансамбле хором танцевал. Это первые годы были, первый период. Встречает нас Рустем Ага Меметов. Рустем Ага Меметов – это выдающийся деятель нашей крымско-татарской культуры, который еще застал очень, так сказать, давнишний период. И он сказал, мне знепсилерун тет вместе. То есть, знепсилерун хатавак. У вас у всех есть недочеты. То есть уже что? То есть уже искажение какое-то пошло. Мы такие... Сначала подумали, пошутил, но нет, оказывается, разговор серьезный был, действительно. Но, к сожалению, так и не получилось, то, что вот мы не успели тогда, хотя очень было интересно действительно узнать, что вот, по его мнению, вот, Было неправильно. надо исправить, да, потому что у Адам Чохкогда. Ну вот, я думаю, еще все впереди, может, еще. Когда вы Увидимся. соберете круглый стол, все педагоги, балетмейстеры, хореографы, и за одним столом Кстати, обсудите. Это тяжелый вопрос. мы собирались, Ремзиап Тайбакал, Мунир Аблаев, хореографы. Мы поднимали эту тему.
насколько стагнация нашей хореографии, развитие, сохранение. Ну, в общем, все темы мы затрагивали. И знаете, мы к чему пришли? Что мы можем говорить много и говорим. На сегодняшний день вот в Крыму очень много коллективов, большая конкуренция. Каждый руководитель как чувствует, так и ведет. Даже начали говорить, это моя школа. Понимаете, я сейчас соглашусь с тобой, что ты сказал. Ответственность. Это ответственность. Чему мы детей сейчас научим, такие они и вырастут. И я считаю, что происходит до неузнаваемости меняется хореография наша, крымско-татарская. Вот с моей стороны я стараюсь все делать, чтобы у нас нету такого большого материала. Может, по наитию своему, может быть, как я чувствую. Но до сегодняшнего дня я знаю, что вот мои руководители, они все равно проходят через школу ансамбля «Крым», и дальше там уже по душе, там стилизация крымско-татарского танца, народная хореография. Они уже дальше работают. Дальше как бы их уже творчество, их взгляд на сегодняшний день, они молодые, они на это имеют право. Но самое вот то, что деликатно и осторожно нужно относиться к всяким новшествам. Но появилась вот эта вот стилизация, хотя пишут, да, жюри, я сижу и читаю «народный танец». И выходит такое, показывают, танцуют. То есть на 1 квадрат музыкальный 100 движений. Кому это надо? Кто-то заменяет, научились сальто делать. И вот оно не вместо, там, да, танец — это мысль. Но если что-то там нужно показать, как игровой танец, можно использовать. Но не заменять весь танец сальто. То же самое вращение. Если по танцу, вот при постановке нужно показать какую-то кульминацию, да, что-то по идее твоей, что вот это заворачивается, как это там, да. Но когда это заменяет опять всю музыку вращением, то есть есть какие-то рамки, есть какие-то нормы, есть придерживаться. Я просто хочу, вот пользуясь сейчас случаем, обратиться к руководителям. Да, это хорошо, ищите, развивайтесь, делайте. Плохо кто не делает. Все работают, молодцы, но очень осторожно. У меня возникает, знаете, такой вопрос. Вот танец, он же тоже имеет свою логику развития, да? То есть Конечно. и от какого-то фольклорного, даже не фольклорного, а какого-то народного состояния он постепенно движется к сценическому танцу, да? То есть от отображения какой-то бытовой жизни, да, вот реальной жизни народа, мы приходим к искусству, да, и вот этот процесс, он подразумевает, ну, изменение этого танца. Но что-то приобрет. Допустим, даже в книге Аким Джемилев он оставил как такое, можно сказать, завещание, чтобы сохранять и развивать танец. Там так и написано, развивать. Может быть, развивать все-таки нужно, и это необходимо, но действительно, я соглашусь с Назире Ханум, нужно иметь какие-то границы, нужно иметь какое-то понимание, насколько можно развивать. Да, границы, рамки. Что мы говорили очень много о том, что нам делать. Наверное, вот этот вопрос нужно было сегодня тоже поднять. Что нам делать хореографом? Как нам сохранить? Как нам больше узнать? Как нам дальше идти? Вот для этого, наверное, какие-то нужны институты. Для этого нужна база, центр, творчество. У нас много талантливых детей. У нас это вопрос не только хореографии. У нас это вопрос и музыки. На сегодняшний день как развивается вышивание, да, вышивка. Сколько детей ходят, ну, частно, да, пошли. Ну, чтобы для детей было доступно. Потому что все это мы понимаем, что это все платно. Открыли бы такое, но я понимаю, что наверное, государственность нужна, чтобы были в программе. 5-я крымско-татарская книжная ярмарка, open-air концерт. И на сцене объявляют выступление ансамбля «Рекет» и его танцевального номера «Демир». Вы видели номер? Конечно, ведь. Как вы оцените работу своих учеников? Ну, я могу сказать сразу. Их работа, я всегда смотрю и получаю большое удовольствие. Если у нас есть что-то обсудить или проанализировать, они у меня всегда перед глазами, всегда Под на рукой связи, всегда под можно. рукой. Да, я всегда могу с ними поговорить и сказать, ну,
я скажу вот прям вот от сердца. Вы знаете, повторять легко, а быть вот именно Оригинально. оригинальным, иметь свое видение. Вот такой тандем, вот это Джемиль и Зарина. Такой тандем. Джемиль сам тоже музыкант. Он очень знает нашу крымско-татарскую музыку, он ее чувствует. У него мама музыкант, у него семья. У него это в крови. И мы когда работали, он работал в ансамбле «Крым», мне было просто большое удовольствие с ним работать. И Зарина, у нее современное видение татарского танца. Она не пишет народный танец крымско-татарский, стилизация. Но в нем она показывает тоже идеи, мысли, чувства народа. Что чувствует мать к своему ребенку. Тематически такие номера. Этот номер шикарный. То есть, вы понимаете, здесь видно, что они работают не только с музыкой, не только с движениями. Здесь гармонично все. Здесь и душа, и мысль, и что они хотят донести. И это все выходит. То есть я смотрю танец, и я читаю книгу. Я понимаю, о чем. Про что он, да? Да. Если бы такой танец был представлен на конкурсе, вот на множестве этих конкурсов, где вы выступаете Конечно. в роли жюри, как бы вы его оценили? Ну, можно я сейчас не буду говорить, а то меня другие слушают. Не про баллы, а вообще просто появление такого танца. Я на высший балл бы оценила. Я про критерии. Я опять возвращаюсь к тому, что это тема сегодняшнего дня. Это тема, то, что они чувствуют сейчас. И таким номерам есть жизнь, продолжение жизни. И вот, опять же, возвращаюсь, что мы вот так и развиваемся. Ну, Как коллеги оценили ваш танец? Коллеги? Что? Уже хорошо. Уже? Было Вы их всякое. приучили к этой Было мысли? всякое, да, в нашей практике. И мы сразу как-то изначально в своей работе так поставили, что мы разделяем народно-сценический фольклорный танец. И если мы хотим экспериментировать и что-то новое пробовать, то мы должны это, соответственно, назвать стилизованный танец. И вот когда мы на конкурсы приходим, на большие такие масштабные, там столько есть разных номинаций, стилей. Почему мы всегда представляем себя только в народной хореографии, да? Почему не назвать то, что ты хочешь внести от себя, и назвать это стилизованный танец? И, ну, конечно, это все аккуратно надо делать. И бывают неудачные вещи. Вот Назире Ханум бывает так, может сказать, вот это сразу выбивается, это не пойдет, это не наше, убирай. Да, ну, как-то со временем ты привыкаешь, ты понимаешь, что тебе нужно добавлять, чего лучше не трогать. Рифат-бей, что вы скажете по поводу стилизованных крымско-татарских танцев? И в частности, Демир. Я видел эту постановку, она мне очень понравилась, должен сказать сразу. И на самом деле, вот это уже озвучено было, я хотел об этом сказать, но хореографы сами это понимают. Когда вот самая большая проблема у крымских татар, когда все скваливается в кучу. То есть, когда за народное выдается ненародное, за стилизацию выдается не стилизация, вот это большая проблема. Если хореограф сам ответственно подошел к делу, сказал зрителю, любому, честно признался, что это у меня стилизация, его оценивают уже как стилизацию. Никто к стилизации не будет придираться по поводу костюма, там всего прочего, потому что мысль, она ясна изначально. Вот я бы хотел, вот, чтобы вот так оно и продолжалось. Чтобы педагоги признавались. Чтобы крымские татары действительно могли себя представить во всех жанрах, а не вот пытаться в народное засунуть не народное, и потом вот это вот все, какая-то каша. Вот во я всем. думаю, что там в голове у хореографа. И потом непонятно, когда музыка, извините, сас-сантер, движение Кавказ, и все это очень странно смотрится. Вот если крымская татарская хореография пойдет по пути вот этого вот деления, специализации, да, каких-то новых жанров разных, это прекрасно, это будет богаче сцены, будет нам на разное что посмотреть. И на традицию, и на современность. Руслан-бей,
Сколько еще открытий, танцевальных открытий, хореографических нас ждет? Как вы думаете, есть какой-то прогноз, куда будет двигаться крымско-татарский танец? Главное, чтобы в нужное направление двигалось. Направление в какой стороне? Главное, чтобы мы не теряли свою идентичность. Я за вот это, честно. Не говоря, забывали спокойно. корни свои, откуда Помнить, мы. знаете, вот хочется, чтобы вот, как сказать, вот это достоинство, которое передавалось нам, и вот эта вот честь, как вот этот наш характер передавался из поколения в поколение и дальше, а не стопорился. Вот я за вот это вот больше переживаю. И вот это вот хорошее слово у нас есть намус, абу намусуну джоймаих. Ну, я думаю, что это прекрасная нота, на которой можно закончить наш сегодняшний выпуск. И нам хочется всем, чтобы наш танец передавал прежде всего честь, достоинство, терпение, которое является неотъемлемой частью нашего национального характера. Ну и мы не боялись делать шаги вперед, делать шаги навстречу будущему, и в том числе в танце. В крымско-татарском танце есть место всему, и традиции, и современности. Чохсагнус, это был проект Меркез, Горушкенджи.